Бисмилля, альхамдулилля, саляту вассаляму аля расулилля. Еще раз, дорогие братья, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля, давно хотели, мечтали вот собраться так и пройти курсы, как же нам, как говорится, соблюсти права наших усопших братьев. Так ведь? Потому что это их право. И если мусульманское сообщество в одном городе, в одном селе, если умирает брат, сестра, и если никто не найдется, вот если группа не найдется и не сделает вот все это, значит все сообщество несет грех. Потому что они ущемили права наших усопших братьев. Поэтому это очень важный момент. И второй момент, вот когда все-таки умирают наши близкие, не хочется их кому-то давать. Вот для себя я установил правила, ну может быть мне проще, так как я имам, мне все равно уступают, да. Для себя я установил правило, и пока только один раз я его нарушил, потому что когда у меня дядя умер, я был в Узбекистане, вот поэтому только не смог, и для меня вот железное правило, я никому, своих родных никому не даю, потому что это вот когда ты сам своими руками все это делаешь, да, там у меня там два икэ-бабай, дедушка, да, потом мои дяди, двоюродный брат, вот, ну, они каждый раз умирают, так ведь. Поэтому вот когда ты сам это все делаешь, оно вот в сердце остается все равно. Остается, машаллах, когда вот ты последнее, то, что мы должны им дать, дал. А во время джиназа ты, конечно, просишь у Аллаха, да, но все равно это чувствуется меньше. А вот когда ты вот так в течение часа моешь, да, руки, там, пальцы трогаешь, да, это другое ощущение. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Я, как вы, курсы, к сожалению, ну, такой вот плохой я курсы не посетил с вами, поэтому, может быть, где-то, да, где-то в мелочах что-то у меня, может быть, и как-то перепутается, да, но давайте попробуем, иншаллах, и попробую вам какие-то подсказки, какие-то секреты, ну, по опыту, иншаллах, не забыть, довести до вас. Получается, мы будем думать, что это кровать. Так ведь? Это кровать, потому что человек лежит на кровати. Обычно там простыня, подушка, в одежде. Ну, обычно это все так. Если, конечно, не привезут с морга уже раздетого, такое тоже бывает. Так ведь? Это будет кровать, а это будет у нас, ну, помывочный стол, да, так скажем, клоша. Обычно он бывает, в идеале, бывает из нержавейки на ножках. Уклон бывает в эту сторону, то есть получается, если голова будет здесь, значит ноги будут здесь. Ну, если кому надо, мы как раз заказали самый вот новый, хороший нержавейку. Я там каждый сантиметр сам проектировал. Потом мы когда первый раз сделали, были недочеты были. Потом вторую стол мы уже заново переделали. И вот как-то пришли, чтобы и ножки были, хотя из нержавейки, там были резиновые эти наконечники, чтобы людям паркет не портить. Так ведь? Вот эти моменты все учли. И он вот так складывается, собирается, чтобы переносить было проще. Здесь получается у него отверстие, здесь бока, чтобы вода не стекала, не брызгала. И здесь отверстие специальное, откуда течет вода. И сюда ставим обычно тазик ставим. Тазик, а что у нас тазика нет? Вот, ставим тазик, и на тазик ставим 2 ведра, обычно, 2 ведра. Зачем нужен тазик? Чтобы то, что брызгается, ну, не попадало на пол. Это все-таки, ну, не такое приятное зрелище, поэтому ставим тазик, на тазик ставим 2 ведра. Одно туда вода стекается, а второе это запас. Хотя стараемся много воды не использовать. И то, что остается, какое-то там пространство в тазике, это уже у нас как, ну, мусорное ведро. Вот весь мусор, который у нас остается, мы собираем там. Желательно, я сам стараюсь, у нас, наверное, в комплектах это есть, пакет для мусора должен быть. Его вот так ставишь, раскрываешь, да, и весь мусор там собираешь. Даже одежду, которую мы снимаем, его никто не будет одевать, поэтому мы собираем в этом пакете. В идеале, конечно, пакет должен быть большим, даже с такой
с веревочкой, да. Когда весь мусор собирается, вот так раз, веревочку закрываешь, все, его можно выкидывать. Никто не знает, что за мусор там, потому что после вскрытия бывает там и кровь, и там, ну, куски мяса, извините уж, ну, бывает так, там конвейер у них, так ведь? Бывает. Все, весь мусор там собираешь, чтобы никто не знал. И говоришь, вот это выкидывайте. Выкидывайте, потому что говорят, там надо сжечь, ТГСБС, но в деревнях это можно сделать, да? А в городе вот сейчас все начнут там сжигать или еще что-то. Поэтому как бы содержание такое. Ну, используются кумганы. Хотя сегодня в современных джиназахана, вот в турецких, арабских странах, конечно, всего этого не нужно, потому что есть гигиенический душ и уже стекает прямо туда в канализацию. Поэтому с этим проблем нет. Это у нас кафенлек. Про это вы, наверное, читали, да, записывали. Это у нас кафенлек. Получается саван. Мы будем заворачивать это одеяние. Одеяние, то есть в этом одеянии мы будем провожать нашего брата в гости к Аллаху. В гости к Аллаху. То есть это его одеяние. Он сегодня должен, как говорится, вы сегодня его одеваете, безандрясас, йосандрасас, и готовите его, чтобы он отправился к Аллаху в гости. Вот. И вообще надо менять стереотипы людей. Вот смерть – это страшно. Да, это страшно. Но для мусульманина, да, смерть – это возвращение к Аллаху. Когда Аллах отправил ангела смерти к Ибрахиму, алейхиссалям, он не захотел умереть, потому что любовь к жизни – это всегда хорошо, это естественно, даже пророки не хотели умирать. Да? И у них был выбор. Они могли остаться, отсрочить, а могли уйти. И Ибрахим сказал ангелу смерти, ну как же, вот я же любимый друг Аллаха, как он может забрать мою душу? Да? И ангел смерти вернулся к Аллаху и сказал, вот он так сказал, и Аллах сказал ему, скажи, вернись к нему и скажи, какой же друг не хочет встречи со своим другом. Да? И когда Ибрахим услышал, говорит, забирай мою, все, я иду к нему. Поэтому даже вот когда мы еще в Нижнекамске собирали деньги на джумга, чтобы купить катафалку, я принципиально сказал, у нас будет белый Мерседес. Не черный, да, не это, да, там смерть, ТГСБС, да? Нет, мы везем его к Аллаху. Аллах, когда успокаивал своего пророка, он сказал, для тебя та жизнь, она лучше, чем это. Поэтому, иншаллах, вот мы надеемся на это, поэтому у нас белое одеяние, ислимай, миск, так ведь, вот как положено. И люди это восприняли. Белый Мерседес, так белый Мерседес. Да, купили, альхамдулилля, и возим в гости к Аллаху, отправляем. Это саван, одеяние усопшего нашего брата, а это уже для нас. То есть это просто дополнительное удобство. Тут халаты. Халаты, 3 халата в комплекте. Это уже для нас, кто будет заниматься вот этим процессом. Сегодня продаются, отдельно они продаются, есть уже набор вместе, все вместе. То есть пару слов хочу сказать про этот набор. Где-то 10 лет назад, наверное, 10 лет назад, мы собирались с хазратами и обсуждали тему вот этих халатов, потому что вот этого не было. В деревнях, в мечетях, в городских мечетях есть 2 чемодана. Мужской и женский. МЖ. Да? Когда у человека кто-то умирает, они обращаются в мечеть, и имамы или специально ответственные люди, они выдают им этот чемодан. Иногда они из фанеры сделаны, да, такие старые еще, там, лет 30 назад. И, ну, рассказать вам, что там было внутри, да? Вот когда уже ты приходишь, непосредственно уже человек лежит, ждет нас, иногда открываешь этот чемодан, там белые, они были белыми, да, белые халаты. Они уже пропахли трупным запахом. А мы с вами при жизни хорошо пахнем, а когда умираем, к сожалению, у нас запах другой, да? Ну, это у всех. Вот, поэтому они пропахли. Их, вот эти, когда мы их одеваем, потом мы их снимаем и вот в этот тазик кидаем. И хозяева, они должны их постирать, должны были их постирать, погладить, ну, их никто не гладил.
Потому что, ну, дома у тебя хороший утюг. Ну, вот кто это может, эти халаты гладить, да? В деревнях их как-то еще сушили. А вот мы представляли, а в городе где сушить? Где? В спальне? На балконе? То есть очень тяжело. И мы прямо ставили вопрос, что делать? Как нам избавиться от этих чемоданов? И Аллаху рахмете, у нас на совещании были наши сестры, вот у женщин, видать, логика включилась, они говорят, а почему, говорят, вот хирурги делают операцию в одноразовых халатах, а почему нам не использовать? Это вот была просто, машаллах, гениальная идея. И мы сразу заказали, с медтехники, по-моему, тогда, заказали несколько комплектов, нам еще дорого, потом мы начали искать это и сделали вот такой набор. Машаллах. И вот, к сожалению, да, прошло 10 лет, к сожалению, еще в некоторых мечетях вот те старые, страшные чемоданы еще. Их одевать, ну, неприятно. Вот потом рубашку надо менять, да. Они все эти уже, как называется, бурсабеткен, прямо протухли уже. Они не высохли до конца. Вот когда одеваешь их, ну, неприятно, очень неприятно. Вот. Поэтому вот это, конечно, это я не знаю, это вот очень хорошая идея. Даже за эту идею можно денег попросить. Да, потому что, машаллах, это такое удобство. Вот, это пока здесь. Получается у нас 3 комплекта, 3 халата, да? Кто у нас будет? Да, так, главное камеру не закрывать, да? Но во время уже совершенствования этих комплектов, сначала у нас они были не ламинированные, потом мы все-таки поняли, что, оказывается, еще есть и ламинированные, когда брызгается, все, уже ничего не попадает. Ничего не попадает, и их одеваешь вот так уже, получается, спереди, да? Басушундымикен комплект. Вот прямо даже манжеты есть, за которые закрывают, все, ничего не попадает, видите, вот. А потом их просто выкидываешь, просто их потом выкидываешь. Вот тандалисы. Обычно они вот такие были, этот тоже такой, наверное. Сейчас готовимся на операцию. Вот просто когда они чистые, их приятно, вот потом их просто выкидываешь, альхамдулилля. А тогда я помню, они там здесь, плесень, тут, дырки тут появляются, размеры не подходят. Ну, бабай там такой, а халат маленький. До сюда только доходит рукава. Ну, бетонский рекми. И тем более они тонкие, не такие. Так, Баларын, помощникам надо будет кидертерга? Не надо, да? Да? Что делать? Вот. Ну, просто микрофона нет обычно. Я не привык. Еще в комплекте бахилы. Ну, это чисто для чистоты, уж эстетика, да? Ты пришел в ботинках. Обычно у нас, обувь не снимают. Вот практика показывает, в 99% просто в этот день обувь не снимает, потому что люди приходят много, да, людей. Но иногда бывает так, что, например, там человек бабай пришел в валенках, да, или там еще чем-то, чтобы вода не попадала и чтобы чисто было. Мы предлагаем бахилы. Но они недорогие, поэтому их можно предлагать. Потом у нас идет маски. Ну, для чего нужны маски? Ну, это как бы и мы знаем, что когда организм перестает сопротивляться разным болезням, и если эти болезни, они есть, туберкулез, еще что-то, да, они, тут врачи у нас есть, могут подтвердить, вот эти болезни, они, может быть, в 10, может быть, в сотни раз быстрее начинают прогрессировать, потому что организм перестал что? Бороться с этой болезнью. Поэтому, я думаю, мое мнение, это не мешает. Хотя в книгах фикха про это не говорится, да, вот это тоже. И второй момент, очень часто бывает запах. И люди, которые не переносят запах, да, это им все равно проще, потому что можно в конце до концов вытащить миск, немножко помазать, это тоже спасает. Вот был случай, когда человек болел, лежал больше месяца раком, да, вот он ночью умер, утром уже невозможно было зайти туда. И я немножко так пошевелил его, я понял, что будет сложно, и у него были 2 брата, родных брата, я им сказал, я говорю, вам сделать миском? Они говорят, нет, это наш родной брат. Вот в Аллахе один из них сразу убежал, когда мы его начали шевелить. То есть, бывает так, бывает. Не всегда, альхамдулилля, но бывает. Поэтому вот эти маски, они тоже спасают. А мансейн, да, наверное, шапочки. Тоже вот терек булганда можно использовать. Губка, мыло. То есть, это все для того, чтобы ничего у хозяев не просить. Нам ничего не нужно, потому что даже есть ножницы. Все, от них ничего не надо, и все это куда?
в пакетик для мусора. Ну, вот, к сожалению, конечно, пакетик для мусора такой очень бюджетный. Очень бюджетный. В идеале, даже вот если с веревкой будет так, да, раз, весь мусор кидаем туда. Мыло, я где-то, вот задавали вопрос журналисты. Оказывается, есть такой что надо мыло делить и детям раздать потом. Я говорю, это глупость. Кто это придумал? Не надо никому раздавать. Все, использовал, туда кидаешь. Все, никому ничего не показывайте, никому ничего не говорите. Все, выкидывайте. Поэтому, губка для чего нужна? То есть, когда используешь мыло, да, сегодня лотос, вот эти камфора, их, конечно, поменьше, но когда используешь мыло, губка вот прямо так, удобно губкой мыть. И ноги, и это. А потом все выкидываем. Перчатки. Вот тоже задавали вопрос. Надо использовать или нет? Мое мнение, надо использовать перчатки. Во-первых, люди разные бывают. Во-вторых, первой причины, наверное, хватает, да? А когда делаешь истинджа, там даже и перчаток не хватает. Они не такие дорогие, поэтому в комплекте они есть. Раз одел их, и, пожалуйста, в перчатках. Могут быть раны, и это что-то. Аллах сакласын, надо Причины надо создавать. Поэтому это пока убираем, да? Все. Да? А что, я без костюма буду мыть? Когда снимаем, я это уже испортил, да? Когда снимаем, просто вот раз, все. Потому что там времени нет. Вот так раз. И куда? Пакет для мусора. Все. Этих нет. Вот этих 3 штуки. Все, они все здесь. Никто потом их не моет, не стирает. Альхамдулилля. Мы просто спасаем людей от этих ненужных, никому не нужных просто трудностей, да? Все. Здесь, наверное, вопросов нет. Пока. Так, я пока мусор сюда буду. Все. Так, кто у нас? Кафендек, наверное, соңырақ. Так, кафендек. Когда начинаем мыть, кафенлык обычно пока стоит. Но что нужно с кафенлыком? Обычно наши бабушки, они все готовят. Женщины обычно все готовят. Мы, хазраты, обычно приходим к всему готовому. Поэтому особенно это когда кафенлык, вот сейчас они широкие, их не надо зашивать. Раньше они были узкими, их надо было обязательно зашивать, поэтому наши уважаемые бабушки, они приходили, все это готовили, и мы уже приходили просто на готовые. Это я вам покажу. Пока кафенлык нам не нужен. Почему не нужен? Потому что здесь у нас тело умершее лежит, а здесь мы будем мыть. Кафенлык нам нужен, когда он здесь будет находиться. А мы где? 3-й стол не будем искать. Поэтому кровать, когда освободится, даже кого-то можно попросить, чтобы времени тратить. Например, там у нас все быстро надо делать, потому что можно за полчаса сделать все. Можно за 25 минут сделать. А так спокойно можно за 40 минут. Поэтому обычно, когда времени нет, пока ты занимаешься этим, кого-то просишь, давай займись кафенлыком. И он уже делает кафенлык. Поэтому пока кафенлык нам просто не нужен. Так. Как вас зовут? Алмаз. Алмаз. Альхамдулилля, мы мусульмане, никаких суеверий у нас нет. Джазакаллах хайр. Ты просто часто не улыбайся. Ты в роли умершего, да? Так, значит, нет. Вот, кстати, мы прямо писали письма главным врачам, этим заведующим моргов, да? Когда человек умирает в больнице, мы просили, чтобы, как христиан, да, руки так не ставить. Потому что у них были случаи, когда прямо рука, а когда она застывает, что делать уже? Поэтому мы говорили, татар, мусульман, обязательно руки по швам ставьте. Потому что даже есть, Салимджан Хазрат про это говорил, наверное, даже есть немножко процедура, да, мы размягчаем, когда человек умирает, немножко массаж делаем, чтобы потом было проще. И были случаи, когда вот так поставили, да, как у православных, потом приходилось выпрямлять, это неудобно. Вот, человек лежит, надо его раздевать, если он в одежде, да. Я сам использую просто ножницы. Потому что если эту футболку сейчас мы начнем снимать,
даже если Hugo Boss или еще что-то, да, но его никто не будет одевать, поэтому берем ножницы, я не буду резать. Как удобно, да? Вот я как делаю, так и показываю. Берем вот так, раз, до шеи, раз, все убираем, ту убираем, все. Нету, ну зачем? И куда? У нас волшебный мешок. Все туда. Никому ничего не показывайте, все туда. Пускай этот не заморачивается, пускай не заморачивается. И штаны то же самое. Просто вырезаем и убираем. Когда доходим до, то есть, ну, железные правила. Железные правила от пупка до колен. Это гаурат. Это гаурат, и в исламе это харам. Мы знаем, что в ханафитском масхабе, у джумхур, большинство ученых, от пупка до колен мы не должны видеть как живых, так и умерших. Вот это показывает уважение даже к усопшим братьям. Уважение к усопшим братьям от пупка до колен мы никому не должны это показывать. Поэтому, когда доходим до этой зоны, мы просто берем, вот они все равно хозяева приготовят или простыня, или еще что-то. Пускай будет это использовано, там ничего такого нет. Берем вот так простыню, можно, Салимжан Хазрат, по-моему, про полотенце говорил, да? Но даже полотенце, оно, знаете, его там нет полотенца, а простыня есть. То есть используйте, зачем лишнее? Используйте то, что есть. Вот сразу закрываем эту зону, сразу закрываем, да? И ассистентам говорим, вот это харам. Сюда никто не лезет, никто не смотрит. Даже если полезем, только руками, да? И один человек, когда истинджа делает. Сразу закрываем и все, вырезаем, все снимаем, трусы, там все, нижнее белье, носки, все снимаем. Все, человек лежит без ничего. Так ведь? На простыне, пускай там на подушке, все готово. Здесь, ну, ополаскиваем один раз. Обычно используются у нас кумганы, да? Обычно 2-3 кумгана. И как делается? Например, там дверь, там готовят теплую воду. И просто там женщины обычно, они набирают воду. Обычно такой железный кумган, побольше он. Мы просто что нашли уж в мечети, да? Человек просто нам помогает, один человек помогает, дает кумган. И кумганом просто один раз полоснули, ну, чтобы чисто было, потому что мы же не знаем, где, что. И получается, сколько человек надо? Сколько человек? Вот чем меньше, тем лучше. Почему? Это по сунне есть, да, это в книгах есть. Потому что когда человек умирает, он прошел агонию смерти. Он это испытал, поэтому его внешность приятнее, красивее от этого не становится. Поэтому желательно, чтобы в этом участвовало как можно меньше людей. И мы в это прошли, да, чтобы были близкие люди. Потому что если что-то мы там найдем, если мы что-то увидим, пусть это будет запах, да, чтобы люди не ходили по всей деревне и не болтали. О, я там у него был, этот начальник, он всю жизнь там людей а я там что видел, да? Ну, я тоже много чего видел. Были случаи, когда я увидел такую дырку в человеке, да? Я просто был в шоке, как он жил с этим. Просто там все, что есть там внутри, все было видно. Поэтому Аллах сахласын, да, об этом нельзя говорить. Поэтому все, что мы видим, это должно остаться здесь. Поэтому люди должны быть надежными. Люди должны быть надежны. И чем меньше людей, тем лучше. Все, стол готов. Теперь самое сложное. Надо переносить тело. Вот в некоторых продвинутых мечетях, но таких очень мало, я даже не знаю таких мечетей, используют, мы это нашли в интернете, используют носилки ковшовые носилки. Прямо можете забить в интернете, носилки ковшовые. Их используют наши МЧСники. Когда, например, происходит ДТП или медики, происходит там, перелом, что-то, да, слом, приносят эти носилки, они, обычные носилки, алюминий, пластмасс, да, специальный материал, они делятся на 2 части. То есть здесь у них защелки есть, их делят, получается одну часть вот отсюда просовывают и другую часть отсюда. И медики уже используют специальные эти ремни, чтобы позвоночник не смещать. Да. Вот это мы просто ремни убрали. Они сколько там, мы когда их заказывали, по-моему, 15 тысяч стоили. Их на 5 лет минимум хватит. Поэтому это очень облегчает
нашу задачу, потому что можно вдвоем даже помыть. Если человек не такой большой, да, вот как наш брат сегодня, вот, можно вдвоем даже. Чем меньше людей, тем лучше, так ведь? И вот с одной стороны, с другой стороны засовываешь так, и они защелкиваются. Потом один отсюда берет вот так, раз, второй оттуда, и вот так переносим. Все, 2 человека. Потом обратно защелок снимаем, и пока ставим сюда, чтобы не мешало, потому что нам еще обратно. Так ведь? Но, к сожалению, даже пока в нашей мечети мы еще не дошли до этого, но дойдем, таких носилок во многих мечетях нет, и приходится уже старым методом. Вот здесь во многих деревнях я видел, так мучаются и мучают тело. Да, вот здесь немножко надо как бы проявить смекалку. Я сам как делаю? По опыту, да? Ну, меня кто-то научил, наверное, не сам придумал. Вот. Мы как делаем? Получается, нам нужно 4 человека. Ну, я не придумал еще такого метода, чтобы втроем можно было убрать, переносить тело. 4 человека минимум. А если носилки 2 человека? Вы поняли, да, как все? Как делается? 4 человека. Один отвечает за плечи, а очень часто приходится отвечать за голову. Вот у брата мышцы хорошие, он сейчас, я его поднимем, да, он голову будет держать, а Маид не держит голову. И голова вот так уходит. А? Могу не держать. Могу. Поэтому не хочется, чтобы вот так голова свисала. Ну, понимаете, вообще вот, братья, дорогие братья, вот возьмите себе за правило, да, умерший брат – это как младенец. Он не может держать голову, он не может держать руки. Да, конечно, иногда бывают они холодные, пластмассовые, но надо проявлять уважение к брату, к отцу, к дедушке, да. И вот не надо вот так таскать его, ударять его, потому что я как-то видел, мы с одним братом, ну, он тоже опытный, я просто был в шоке, я говорю, ты что делаешь? Говорю, он сейчас закричит. Мы его когда поворачиваем, так раз поворачивает прямо так. Я говорю, это как младенца. Потому что, ну, это уважение должно быть. Один человек здесь. Иногда приходится просить еще одного, чтобы голову придерживал. Иногда приходится. Получается, у нас уже какой? 5-й человек. Вот только здесь максимальное количество людей. Один берет вот за плечи, вот так, да? А он вот так не делает, понимаете? Он лежит вот так. Поэтому он не такой горячий, как наш брат, да? Берет за плечи, это тяжело, надо попросить молодого, да? Кто-то страховывает голову. Второй отвечает за ноги. Все, здесь уже ничего нет, да? Мы берем за холодные ноги, иногда они и синие бывают. Самая большая нагрузка – это поясница. Вот самый большой. Что делать? Вот как, да? Тем более он как младенец, вот с ним ничего не сделать. Берем просто обычную простыню, которая лежит где-то там, а их много, у нас бабушки эти, альхамдулилля, предусмотрительные. И вот так, тихо, вот так просовываем до поясницы, чтобы руки попали. Вот так, раз. И говорят, не закрываем. Он вот так не поднимает, не помогает нам. Главное, чтобы, вот смотрите, руки, чтобы не свисали потом, да? Ну вот аккуратно надо, аккуратно. Вот так, все, у нас есть рычаг, все. Мы уже его можем поднять. Это все время надо напоминать. Особенно некоторые бабаи, они могут, что мешать там убрать, да? Такой случай был. Поэтому это все время контролирует. Ну, один человек должен командовать парадом, да? Все, мы готовы, да? Так, кто у нас поздоровее? За плечи. Так, я пока не сказал, этот не надо, ладно? Так, за ноги. Да, еще голову. За ноги кто возьмет? Все. Когда мы двигаем, нам нужен немножко здесь, чтобы пространство было. Поэтому нужно попросить, чтобы кровать немножко двинули туда. Потому что здесь иногда скамейки бывает, ножек нет, да? И приходится, кушерик с балайга. Можно там этот? Особенно вот эту сторону. Давай, балайга, китрик. Чтобы вот здесь человек, сейчас вы поймете, зачем это нужно. Все. Так, мусор убираем. Еще один человек. Так, ты отвечаешь за ноги, ты отвечаешь за плечи, да? Еще один человек, кто? Все. Ты вот здесь стоишь и ждешь. Ладно?
Мы делаем так. Вот сейчас я поднимаю за плечи, ты за ноги, ты за плечи, я за простыню, ты за... И вот так мы и поднимаем. Да? Получается, я же... Как делать? Ты проходишь сюда, даешь ему дорогу, ты проходишь отсюда, ты получаешь у меня. Потом мне надо выйти, ты даешь мне дорогу здесь. Так ведь? И все, вот так ставим. Аңлашылды ма? Повторять надо? Нет? Ну, вы сейчас увидите. Так, гаурат закрываем. Все, готовы? Аккуратно. Все, бисмилля. Ты 80 точно? Давай, бисмилля. Все. Давай, я сейчас ухожу. Только не бросай. Не, тихо. Все. Вот видели? Это, братья, самый сложный. Вот не знаю, что только не придумывает. Ну вот, это самое сложное. Хотя вот можно все сделать, да? Кто нам помог, потом мы говорим. Все, рахмат сизге. Ну, они пока не нужны. Так ведь? А когда тяжелый человек? Ну да. Ну там и чтобы это побольше был человек. Да, и тихо, вот так раз. Там уж нержавейка, она лучше вытаскивается. Все, получается. Кстати, она нам нужна еще. Потому что? Обратно, да? Все. Куда-то мы ее ставим. Там диван обычно, кресло. Куда-то ставим. Но один человек должен все помнить. Потому что оперативность нужна все-таки. Потом там больно этот. Так, это нам нужно, нет? Все, он остается. Раз его вот так собираем здесь. Руки можно не закрывать, это не гаурат. Это у нас брат, а не сестра. Все, гаурат. И это, почему вот Салимджан Хазрат говорил про махровые, да, полотенца. Когда льем воду, если, во-первых, белый свет, если, во-вторых, тонкое, да, все наши половые органы, все видно. Все видно, а этого не должно быть. Поэтому нужно использовать или несколько, там, 5-6 этих, да, слоев, или же надо другого цвета брать. Ну, можно было потом, чтобы выкинуть. Все, у нас клиент готов. Так, получается, все, біздің қомған келді. Вот у нас здесь бабушек нет, к сожалению. Они все не приготовили. Обычно они готовят для тахарата нам тряпки, материалы и для истинджа. Сначала делаем истинджа. Так ведь? Истинджа. Ну, если нас трое, получается один, он всегда ставит с кумганом, а тот, кто моет, ему даже держать кумган не надо. Пускай он помогает. Так ведь? Все, он все равно без дела стоит. Поэтому он помогает, а кто-то один все моет. А когда делаем истинджа, вы про это вам говорили, да? Нужно, я в перчатках, во-первых, да, во-вторых, я не должен чувствовать там органы, гениталии. То есть все, я не должен это чувствовать, поэтому я беру просто тряпку какую-то, вот так мотаю, ну, на левую руку, да, и все. Вот этим я делаю истинджа. Ну, я сам как делаю? Когда вода вот идет сверху, все, она доходит до нужного места, поэтому обычно вся грязь бывает, она там. И, наверное, когда человек агонию смерти чувствует, да, наверное, вот эти страдания, ну, бывает, что там постоянно выходят экскременты, поэтому так как левой рукой выхожу в эту сторону, и получается, брат помогает, он сюда льет, вода попадает туда. Немножко раздвигаем ноги, и вот так руками не смотрим, не заглядываем. Так ведь? Это правило. Все. И подмываем. Кстати, вот для меня это такой большой урок был, когда я начал задумываться. Многие люди, ну, татары, да, они мусульмане, мы не выводим их за рамки ислама за то, что они при жизни не подмывались и тахрат не брали. Да? Но вот красота ислама, да, машаллах, уважение к людям. Вот представьте себе, человек, может быть, даже сам в жизни не подмывался, да, а тут имам пришел большой, да, и ему там подмывает. Вот понимаете, когда меня как-то, ну, начали говорить, ты там, ну, про там ваххабизм, про экстремизм, я одного там, капитан был, по-моему, да, я говорю, сядь, пожалуйста. Я ему объяснил, как я подмываю людям. Вот я говорю, не знаю, за всю жизнь сколько, 100-200 человек, да, я им там подмыл. Я говорю, ты когда-нибудь подмывался?
Он такой, нет. Я говорю, вот я 200-300 человек я там подмывал, это те, которые сами никогда не подмывались. Вот этот человек как может идти против человечества, против этого, да? То есть это уважение к людям. Он сам, может быть, этого не делал, а ты ему это делаешь. Понимаете? Вот это воспитывает. Все, там что-то, что оно есть, даже видно, оно стекает сюда. Тут уже ведро у нас стоит. Так ведь? Все, мы истинджа сделали, ничего, все, не видим. У нас все готово. Уже мы идем дальше к тахарат. Ну, про это, наверное, Хазрат уже говорил, Салимджан Хазрат. Обязательно, чтобы просто вода дошла до каждой части тела, но есть еще сунны. Так ведь? Сунны. То есть истинджа сделали, дальше идем тахарат. Поэтому я в перчатках, так удобнее. Если он мне помогает, вот чтобы вот так не мучиться, да, вот так раз, не мучиться, я ему говорю, давай, начали тахарат брать, вот так раз, здесь он мне помогает. Так быстрее и как-то, ну, все, альхамдулилля, лучше получается. Ну, тахарат такой же, как и мы с вами берем на намаз. Да, на намаз. Идем дальше. Исключение. В рот, в нос, в глаза, в уши вода не должна попадать. Потому что, ну, бывает так, что во рту кровь, например, бауры, там печень, эта проблема была, да, она может наружу выйти, да. Иногда приходится, ну, были случаи, когда просто там что-то туда чем-то закрывали, ватой, там, марлями, да. Поэтому используются тряпки. У нас бабушки, альхамдулилля, такие предусмотрительные, они берут просто вот куски. Обычно это мы не сами делаем. Надеюсь, хватит еще нам. Вот. Они так готовят, вот так они уже готовы. Они на кровати или на кресле, мы уже это видим, знаем и используем вот эти тряпки. Потому что как там сполоснешь рот, это не получается. Поэтому берем раз, все помыли, да. Сначала начинаем голову мыть, голова сама не шевелится. Брат, подними голову. У него-то поднимается, а там нет. Понимаете? Потом вот так берешь, раз, аккуратно, как у младенца. Вспоминаем, мыли нет детей-то своих, или только жены. Да, вспоминаем, аккуратно берем, раз. Бывает так, что во время вскрытия все оттуда забирают, а потом, по-моему, туда их обратно не ложат, а в живот. Я вот, наверное, так, потому что головы бывают иногда очень легкие. Ну, так уж. Это не от нас зависит. Мы немножко поднимаем, чтобы в рот, в нос вода не уходила. И вот так уже брат помогает. Отсюда вода стекает. Все. Моем голову, лицо моем. И дальше уже используем тряпки. Тряпки там 1, 2, 3 раза, да, по сунне. Берем вот так, раз, там что-то может быть, убираем все, чистим, ну, чтобы красиво было это. Потом идет нос, так ведь, нос. Немножко глаза, потому что, может, он там переживал, это болел, да. Убираем вот эти все, чистим, чистартабас. И уже у нас как бы готово. Потом уже по порядку тахарат, да, уже брат помогает. Все, справа, так ведь, слева, не с моего, а уже с его точки, да. Раз, здесь, правую руку, левую, уже потом голова идет, и все, идем уже туда. Так ведь? Поэтому ничего не перепутал? Нет, губка пока не нужна. А это все выкидываем. У нас есть там этот мешок, так ведь? Все туда выкидываем. Ничего не надо, пускай нигде. Не обязательно. Вот это все узида не обязательно. Ул сирнет. Но біз сүртеміз, көзіне сүртеміз, нені ауыздан башлаймыз, бұрын, көз, глаза, вот так. Да, 3 раза. Да, а то долго будет. Да, сүннет по 3 раза. А так не обязательно, даже тахаратта бит ол сүннет. Шла битина. Все. И начинаем мыть. Получается по сунне, когда мы гусуль берем, ну вспоминаем, как гусуль брать. Так ведь? Мы начинаем с какой стороны? С правой стороны. Получается, и это не моя правая, а его правая. Получается, ты за него все делаешь. И поэтому мы, когда начинаем его мыть, начинаем с головы, все, голову помыли, так ведь, потом, получается, его надо немножко перевернуть на левый бок, потому что ему надо правый. Поэтому, раз мы все начинаем, сначала споласкиваем, чтобы вода дошла, потом берем, уже можно использовать это. Раз, потому что губка, она вот, доходит.
и мало воды надо, и чисто все, альхамдулилля. Все. И получается, когда моем эту сторону, ну, я как бы, мне так удобнее, я встаю сюда, и вот так, и мне кто-то помогает. Да, ты, наверное, да? Раз, потому что он сам так не поворачивается. Вот так, раз, а гаурат закрыт. Все, мы моем. Можно губками вот так, раз. Потом говорю сразу, давайте сполосните. И вода, которая стекает, она доходит до сюда, ну, чтобы доходила. Это уже первый раз мы помыли, получается, так ведь? Первый раз помыли, все, опускаем. Потом сюда. Вот так раз, моем. И обычно как? Вот так раз, чтобы вода и как бы до ягодиц все доходило. Все. Потом обратно. Это уже второй раз, так ведь? Второй раз. Все полностью споласкиваем, ну, чтобы мыло ничего не осталось. И там получается вот безнің масхабта, ханафи масхабында, когда второй раз мы уже омыли, мы поднимаем, чуть приподнимаем тело. Так, давайте, чуть-чуть, вот так раз. И если что-то там осталось, чтобы оно вышло, потом кафеннике в саван не выходило, вот так раз, немножко вот так придавливаем. Ну, все в пределах разумного, да? Немножко. Если что-то, оно должно выйти, оно выйдет. Но уже у нас как бы тахарат или гусуль, оно не портится. Все, опускаем. Аккуратно. Что ты улыбаешься? Или ты радуешься так? Аккуратно. Да. Что-то оно выйдет, просто мы его кумганом, как обычно, отсюда, да? Все, оно убирается, споласкивается. И уже, так, раз, два, сполоснули, если надо, и уже третий раз. Третий раз начинаем. Уже так же, вот как первый раз, справа. Шлабите, да? То есть выхожу вот так, раз, еще раз, вот так поднимаем, моем, уже, там уже и мыла не надо. То есть, чтобы все, ничего не осталось, пена полностью споласкиваем тело. Кто-то смотрит на ведро. Ну, обычно 2-3 кумгана. Обычно вот одно ведро, оно и получается. Одно ведро, да. Ну, кто-то смотрит, не надо, чтобы оно полное было, потому что оно будет да, и пусть лучше оно будет там на 70%, поменяйте, пускай этот ведро выльют. Обычно... В городе, да. Ну, в деревнях кто-то под яблоню, кто-то куда. А так, ну, такого нет. Ну, куда попало, не надо выливать. А в городе я принципиально всем говорю только в унитаз. Потому что, ну, если вот представьте себе, там 50 детей играют, и тут выходит один такой. У нас обычаи, да? Но это неправильно. Нельзя так делать, нельзя. Обязательно в унитаз, мы говорим. А в городах никаких этих нет. Даже в деревнях, когда унитаз дома, поэтому канализация дома, все, это уж, я думаю, яблони уже не надо. Да. Все, у нас все готово. Что осталось? Юдак, ниттек. Ну, ислимайны можно здесь. Я обычно здесь, потому что еще нам тело еще оно влажное, оно мокрое. Сейчас надо все убирать. Сейчас дойдем. Ну, камфора, она ведь в воду обычно, кладут. Обычно в воду. А так, миск и слимай, это уже потом. Я сам здесь ничего... Вот здесь все грязное. А вот здесь у нас будет все чистое. Поэтому и слимай, миски, я сам использую здесь. А он там стоит уже. Все, готово. Нет, ступни все жуабыз бит, ахырдан. Келіп жетеміз, мындан түшеміз да юабыз. Все. То есть вода дошла. Так. Кого-то хазрат, ну, кто командует парадом, может попросить, чтобы они, ну, сушкой занялись. Да, надо просушить тело. Обычно как делают? Берут чистую простыню, вот так раз. Так, мне сказали, что она чистая, да, хотя не глаженная. Вот так берут, ну, чтобы попроще было. Раз, вот так закрываешь, и вот так, раз, все. Оно сушится, да, чтобы вода, вот здесь остается вода, как обычно. Да, вот человек же лежит, а тут как бы все ровно.
И обычно вот тут ручки бывает. Раз, вот так раз поднял его, и вся вода уходит, стекает. Ну, чтобы потом здесь не стекало. Все, вот так тело сушится, кто-то занимается этим. Пока это не завершили, чтобы время не тратить. Ну, командующий парадом, он уже переходит сюда. Все, а что сушить там много не надо? Так ведь, тело сушится, потом вот эту тряпку, она уже не нужна. Просто мы делаем как? Вот это чистую, вот так берем, раз, все, а это убираем. Уберите, пожалуйста. И вот так раз, убираем. Все, она уже чистая. Так ведь? А это куда? В мешок волшебный. Все, тело готово. Хазар без кушай без бунда. Можно я сюда поставлю? Например, например, стентаган қалған дейді, шыққан дейді. Ну, Может быть, андай да. а он иногда бывает, вот что-то если вышло, да? Ну, оно бывает, что и здесь выходит. Оно и здесь выходит. Сейчас это... Так, получается, сейчас мы немножко сюда двигаем. Переходим сюда. Ну, обычно здесь матрас, еще что-то. Убирайте все лишнее. Мусор не нужен. Одеяло, там что-то не нужно. Все убирайте, да. Подушку тоже можно убрать, можно маленькую оставить. Да. Мы с чего начинаем? Начинаем не с кафенлика. Кафенлик потом. Сначала нужно постелить, попросить у хозяев или одеяло, или хорошую покрывало, такую плотную. Для чего? Как носилки. Вот как его выносить? Тело. Самый удобный вариант, это, конечно, у МЧСников и у медиков это есть. Это специально есть брезентовые носилки есть. Но брезентовые носилки, они некрасивые здесь. Так ведь? Поэтому или их надо как-то спрятать, или одеяло использовать. Одеяло. То есть одеяло чем хорош? Когда даже по лестнице спускаешься, оно двигается, так ведь? И сначала поэтому это одеяло стелим, потому что до могилы тело будет идти внутри одеяла. Особенно зимой, летом, ну, разницы нет. Вот чтобы это как носилки. Сначала поэтому стелим одеяло, потом идут у нас марлевые повязки. Но я честно скажу, мне они не нравятся. Мне нравятся вот эти специальные полотенца, вафельные полотенца, потому что на них мы с помощью этих полотенец мы опускаем тело уже до могилы, туда, ляхатке. Поэтому, если человек тучный, здоровый, ну, марли, они неудобные. Вот самый удобный вариант, но, к сожалению, он не самый дешевый, поэтому у нас вот больше используют такие. Вот эти вещи обычно бабушки уже до нас делают. Но если они это не сделали, там велосипед придумывать больно не надо. Мы просто берем одну длину, то есть получается вот эту марлю мы делим на 3 части. На 3 части делим, вот так раз. Помощники. Так, где у нас помощники? Вот сколько нам нужно, чтобы опустить до могилы, да? Получается вот так раз, один слой. Иногда, ну, можно использовать рулетку, если такая есть. Когда, например, у меня вот родные умирали, я вечером приходил, чтобы утром вот так не мучиться, там потому что все оперативно надо, да? Могила готова, надо идти, надо еще дойти, или там с морга надо привезти. Поэтому обычно вот вечером приходишь, спокойно можешь рулетку взять, да, и все это делаешь. Раз, второй слой и третий, да? Идет дальше третий. Ну, на пояс можно даже больше оставить, да? Вот примерно, да? Тут просто я сейчас не буду в идеале все делать. Ну, вы поняли, да? Вы поняли? Надо этот сейчас разрезать. Потому что нам надо сейчас использовать это, показать. Когда делаешь это вечером, все спокойно, все готово. Так, получается, вот это первый слой, второй, третий, да? Нам как раз 3 надо. Это получается на ноги, на пояс и на плечи. На плечи.
Поэтому такие вещи надо желательно вечером делать. Или если есть два знатока, когда тело моют, пускай один занимается этим параллельно. Нам же кровать не нужна. Все, кровать, она свободна. Пускай пока моют тело, кто-то уже... Даже обычно так и делают. Например, имам кого-то учит, все, он отвечает за это. Пока имам тут делает, третий уже занимается этим. Там один человек нужен. Так, сколько у нас слоев? 1, 2, 3. А бабушки как это делают? Они, когда готовят, альхамдулилля, они прямо вот уже так складывают, вот так. Уже готово, там уже не надо мучиться. Вот так. Так, 3 у нас, да? Или 2? 3 точно? Давайте вот сейчас пока. Можно я на вас поставлю? Вы не возражаете? Нет. Вообще мертвые они не возражают. Только живые, им что-то не нравится все время. Они молчат. Вообще-то, аңа ибр қойырға ярамайды, жалғыз. Нет, yok қоймайбыз, зачем? Нет, конечно, нет. Нет, но Может, даже мына шулай. такого нет правила, что вот нельзя ничего ставить. Ну, как там поставишь там что-то? Так, можно я поставлю? Нет, конечно. Аңа біркімді тимей. Біркімді тимей. Вот так, смотрите, вот 1, 2, 3, да, 3 слоя. Потому что нужна плотность. И получается, возьми тот кончик. Вот так, находим середину. Потому что, вы поняли это зачем? Мы будем опускать тело. И вот так, раз. Иногда пол грязный бывает. Ну, разные бывают, да, моменты. Вот середину находим и вот так, раз. Готовим. Это у нас под кофейником останется. Все, и вот так все три. Давайте. Это что-то у нас длинное получилось, да? Ну вот у бабушек лучше получается. Давайте этот тоже. Обычно 2,5 метра уже порезанная бывает, либо сразу. Это наши бабушки делают. Аллаха шикр, это за нас они все делают. Просто когда вот так уже как-то не то. Потому что это у нас как веревка уже появляется, да? Так, камеру не закрывай. Надо вот аккуратно. Все делайте аккуратно. Аккуратно. Это не так долго, понимаете? Середину нашли. Потом, чтобы не мучиться, не голова, а плечо. Самое у нас это тяжелое, да? Поэтому раз, вот уже слои есть. Вот, пусть это будет какая-то полоска 20-30 сантиметров, а не 5 сантиметров. Это же все-таки человек, тело, не дрова. Вот у нас, к сожалению, не так все аккуратно вышло, да? Но вы поняли, да? Вот так должно быть. Раз. Все, оно готово. И третий, все. Так, ноги вот здесь. Ноги здесь, получается, немножко выше. Все, у нас готовы. Идем дальше. Как там у нас называется? Лифафа, изар, камис. Ну, ахират кульмагенде, да. Так, обычно у нас там сколько? 15 метров бывает? В комплекте 15 метров, по-моему. У нас какая задача? 2 слоя нужно оставить такой длины, чтобы можно было закрыть все тело, и не только закрыть, а еще и повязать, завязать надо было, чтобы закрыть с 2 сторон. Здесь ноги надо учитывать. У кого-то 43, 42 размер, 45, да, а здесь голова. Поэтому лишнее не надо, ну, лишнее можно и куда-то спрятать. Раз, вот смотрите, а как раз я про это говорил. Вот сейчас уже сколько лет материал делают уже нужной ширины. Раньше вот они были такими. Не помню, сколько сантиметров было, вот раньше они были такими. И поэтому бабушкам вечером приходилось зашивать вот так, зашивать, чтобы ширина была. Находим середину, вот так, оставляем для ног. Так ведь? Это у нас первый слой. Оставляем для ног, аккуратно. Ну, на кровати это удобнее, он не скользит, и у него есть эти края. Туда можно повесить, да? Поэтому тут как бы массажный стол, а не кровать. Где у нас ножницы? Обычно ножницы тоже в наборе, потом можно выкинуть, можно это использовать, да? Здесь оставляем больше, потому что тут плечо и голова, так ведь?
Ну, примерно давайте так сделаем. Голова большая, нет? Ну, запасом. 35-40 сантиметров обычных. Все, у нас первый слой. Давайте скрываем. Середина остается здесь. Вот, все. Марли остается там. Что у нас еще там? Одеяло, покрывало остается там. Все. Подушка, если надо, вот чтобы вот так нога, а голова не уходила. Ну, потому что голова, когда уйдет, и некрасиво, когда будут, все равно родные зайдут, может попрощаться надо будет, и может там рот открыться, еще что-то, да? Поэтому, когда человек умирает, прямо специально еще завязывают, так ведь, чтобы рот закрыть. Чтобы рот закрыть. Все, первый слой готов. Идем дальше. Yok, қалсын что? Да, это уже второй слой. Но, понимаете, вот это все, это бабушки делают, деревня. Но вы должны это все знать, чтобы самим сделать. Так ведь? Зачем вот кого-то там везти, машину отправлять? Обычно так делают же. Ну, примерно, надеюсь, хватит. А то перед камерой волнуюсь. Все, второй слой готов. И третий. Это у нас что? Так, ну-ка, правила какие там? От плеча до ног. От плеча до ног уже, да? До колен. Угу. Так. У нас тут немножко, сейчас, вот так сделаем. Вот в эту сторону. То есть мы немножко длину не рассчитали. Вот так давайте. Раз. Так, длиннее, да? Байзунрак быть. Но немножко подлиннее надо оставлять. Вот так, раз. Где голова? Вот здесь голова. Так ведь? До сюда не надо, до плеч же. Вы же так сказали? Все, до плеч. И до ног. Все у нас готово. И... Изю. Это чьи ножницы? А, мои, да. Так. Вот так. И можно вот сюда, вот так раз. А если там проблемы будет, можно раз руками там побольше вырез сделать, да? Все. Вот сейчас один слой. Вот так раз. Раз. И на кровать. На край кровати повесим. Он не должен нам мешать. Потому что, когда переносим тело, не надо, чтобы кто-то что-то зацепил. Вот. Это неудобство. Вот, все. У нас готово, да? Вот как раз вопрос. Чтобы иногда, что внутри, оно вытекает. Мы раньше ставили какие-то там марли, еще что-то ставили. Ну, сейчас придумали пеленки для детей, да? Поэтому можно вот так раз поставить. И даже если что-то оно выйдет, оно наружу не выйдет. Так ведь ничего видно не выйдет. Потому что были случаи, когда прямо когда выносили тело, там все кровь, там это, ну вот это очень неприятно, некрасиво, потому что одеяние у нас все белое, все чистое, да. Поэтому вот это как подстраховка. Подстраховка ставим. Все. Да, это в комплекте. Это в комплекте. Я сам комплектовал это в свое время. А? Нет, 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 нет. Нет, когда переносим тело, а там может быть много чего случится. Так ведь? Поэтому надо будет возить, например. Представьте себе 100 километров, 400 километров, 500 километров по российским дорогам, да, на газели. Поэтому это нужно. Это нужно, потому что когда человек умирает, понимаешь, что у него там внутри. Уже от запаха там духами не пахнет. Я вам сразу скажу. Это мы, это наша реальность. Все, вы готовы? Да. Рахмат, Аллах разыбился. Вот этот. Сейчас то же самое делаем. Сейчас делаем то же самое. Нет, нам надо переносить. Кто-то, пускай
мусором занимается, ладно? Чтобы, ну, после нас все чисто было, все аккуратно было. Вот пусть скажут, вот мусульмане пришли, машаллах. Машаллах у них. Так, это длина хватит, нет? Вот это она была. Это же мокрая. Вот она была мокрая. Нет, это мы оставляем. Даже Гаура закрыл. Да. Ну, у нас, альхамдулилля, простынь этих хватает. Даже та простыня, которая была под ним, да никто не будет на ней спать, никто ее стирать не будет. Вот возьмите, используйте эти. Аккуратно, гаурат не открываем. Все, уже тело практически сухое. Сушку прошли. Так, ждем. Кучно клавит. Давайте я возьму тренинг. Так, вот получается один сюда, второй ноги, третий плечи, да? Откуда выйду? Оттуда или отсюда? А? Откуда выйду? Ты оттуда выйдешь, а я отсюда зайду. Так, аккуратно, ладно? Вот. Куда я выхожу? А вот так. Обычно мы говорим бисмилля, ну ладно. Я оттуда выхожу. Давай, выходи. Так, аккуратно. Вот голову. Смотрите, братья. Здесь край кровати, здесь край кровати. Надо рассчитывать, ладно? Вот бывает так, что, например, все поставили, тело, оно немножко еще влажное. Когда его обратно поднимаешь, он весь кофеин с собой уже забирает. Вот поэтому рассчитывайте, ладно? Кто там на кране работал. Да, потому что здесь край, здесь, а люди бывают высокие. Высокие, чтобы и голова так не осталась, тут доска, да? Вот надо аккуратно, ладно? Спешить не надо. И аккуратно вытаскиваем, чтобы за собой пеленки вот эти, ахирят кульмеклярен не вытащить. Все, вот тут марля была. Наверное, эта марля была для того, чтобы здесь закрыть. Закрыть, когда? Но обычно как? Ну, она не просвечивается, потому что все сухое. Да, все сухое, все тут аккуратно. Можно вот так раз использовать, пока это не убираем. Вот так тихо-тихо. Сейчас давайте начинаем его одевать. Раз, раз. И вот так убираем. Вот так. Вот это уже убираем. Ну, обычно оно, если кафенник хороший материал, бывает, что дешевый. Вот я категорически против этого, да. Пусть он будет дороже немного, но когда твой близкий человек, последний, что ты ему даешь, ну не жалко там пускай 300-200 рублей. Где у нас кто? Занимается этим, да? Надо хороший. Когда у меня братишка умер, такой материал там был, прямо как марля. Марля. Так неприятно было работать. Поэтому, я думаю, это вот сюда ставится, чтобы не просвечивать. Но даже оно не нужно. Оно даже не нужно. И вот миск. Сейчас уже можно использовать миск. Сажда урнарна, нанда, ниге. Да? Можно так. Просто я иногда делаю, вот так открываю. Вот так раз. Вот так и все. Вот так все. И, ну, иногда так делаешь. Вот. Все. У нас ничего лишнего не осталось. А? Все, помазали, все готово. Так, мы с правой стороны начинаем? Я уже этот. Нет. С его левой стороны. С его левой стороны. Ну, это можно сделать вот так, например. Это где у нас первый? А нет, тут еще не надо. А это вот так раз. Это пока первый слой. Кульмяк, ахират кульмяги. Хамис, да. Аккуратно так, раз. Раз, раз. Где первый? Самый первый. Вот. Раз. И, ну, немного надо затянуть. Ладно, чтобы потом... Потому что надо вести еще, нести еще надо. Ну, про это Хазрат говорил, нет? Он наблюдает. Ну, я сам просто читал хадисы, но они многие загиф, что душа возвращается и смотрит, как его провожают. Например, когда они кричат, плачут, он говорит: «О Аллах, наставь их на верный путь». Но эти хадисы, я как запомнил, они загиф хадис, но... Поэтому фифада или агмаль, иногда можно их использовать. Все, это первый. Отсюда, да? Раз, немножко вот так, раз, потому что там что-то осталось. Кровать-то мягкая,
она остается. И вот так раз, аккуратно, как ребенку. А ноги, вот я обычно так делаю, чтобы вот так. Вам не жарко? Пока нет. Нет, да? А там жарче, знаешь. Поэтому Аллах сохласын. Вот так, раз, раз. Аккуратно все. Лицо пока не закрываем. Но у нас насчет лица, конечно, это такая очень болезненная тема. У нас у аксакалов, у бабаев есть такое, не знаю, такой стереотип, что нельзя, категорически нельзя показывать человека после гусля, после омовения. Ну, во-первых, в книгах такое есть, нет? Надо смотреть. То есть в книгах это есть, нельзя, вот в хадисах это есть, нельзя. Во-первых. Во-вторых, когда человека моешь, он все равно красивый становится. Вот он меняется. Когда человеку гусль делаешь, он меняется. Поэтому родные, например, были случаи, когда родные не успели приехать, близкие родные. Кому попало, вообще нет такого правила показывать. Так ведь? Потому что там все разное. Может человек от инфаркта, от инсульта. Иногда бывает, что вот эта краснота приходит от сердца, да, от сердечных приступов. Поэтому в общем, не надо всей деревне показывать, да, всему городу. А во-вторых, если, например, приехал кто-то, не успел он, там дочка приехала, да, были случаи, когда бабайлар говорят, нет, все, не показываем. Я говорю, кто это вам сказал? Надо показать. То есть, поэтому надо дать шанс, надо возможность дать, чтобы посмотрели, попрощались. Такого прямо категорически. Так, все, третье, да? Нет, это может быть близкий человек, так ведь там друг, он где-то жил там далеко. Вот тут уже практически все готово. Обычно бабушки, они уже вырезают полоску отсюда. Так, где ножницы? Можно я немножко с вашего кафенлика возьму? Вот так, раз. И кевжитайн, два. Один сюда, у бабушек это готово уже. Готово. Раз. Когда повязываешь, надо так слегка, чтобы потом уже там, внизу, сказать, напомнить, там, развязать. Это сюда. А? Ты в этой можно снять? Конечно. Обычно здесь подушка, и немножко он вот так лежит. Когда он так лежит, вот чтобы, когда родные заходят, они же прощаются, надо, чтобы вот как-то красиво было. Я сам уж немного вот так раз, порядок делаю. Вот так что. Тут чтобы ничего лишнего не было. А тут уже получается, вот это надо приготовить. Где-то оно не должно пропасть. Потому что, а как потом спускать тело? Вот так, чтобы даже прямо специально надо приготовить. Вот так, чтобы им было проще взять. Там уже минус 30, минус 20, они там начнут искать. Такого не должно быть. Понятно, да? Вот немножко надо было сюда, на плечо. И это сюда. Вот сегодня мы немножко торопимся. Поэтому, а так это все все получается так красиво, аккуратно. И удобно, самое главное. Потому что, когда возле могилы стоишь, там уже не надо, чтобы все это запуталось куда-то, потерялось. Все. Получается, за эти, тут у нас, если могила, да, обычно как? Если кибла вот в эту сторону, вот в эту сторону, да, получается голова здесь. И обычно как делается? Могила здесь, люди спускаются, да, они примерно вот так будут стоять. Вот. Видите, здесь носилку поставили со стороны кибла. Вот он лежит, да. Например, самых близких родных мы просим, нам сыновья, 3 человека. Они стоят и ждут команды. Получается, отсюда люди заходят, открывают одеяло. Обычно эти, где там булавки? Обычно они нужны, чтобы закрыть покрывало.
когда идешь, чтобы ветер не открывал, или вот эту повязку. Я вот сам саван, я никогда вот эти не использовал булавки. Но он не открывается. Он не открывается. Все, аккуратно, если завернул. Вам не жарко? Терпимо? Да? Вот, все. Потом все это закрыто. Здесь повязали, да, мы там на 30 секунд попросим уже закрыть. Брат вот такой вага сегодня будет, да? Потому что, ну, каждый через это пройдет. Эти стоят здесь, а вот здесь 3 человека подходят, берут конкретно, вот, все, вот. И надо взять так, чтобы вот у нас возможность была вот опускать еще. Здесь-то не нужно этого. Тут-то все рядом, да? А тут вот представьте себе, они вот здесь стоят, вот так руками тянутся, да? И эти здесь. Они же сразу не могут опустить, он так не может прямо, поэтому он должен помогать. Этот, если, например, он берет отсюда, ему хватает, да, расстояние, а тот, он помогает отсюда. Особенно плечо и поясница, да, пояс. Вот так берет и передает. Раз, вот так берем, здесь один берет, и здесь один, третий. И вот так опускают тихо-тихо. Потом уже получается двое уходят. Его поворачивают немножко в сторону кибла, уже используя глину, используя землю. И уже развязывают эти наши веревки. Там уже внизу. Ну, их с собой брать. А все веревки разве? Не надо. Да, их двое только. Нет, вот которые подвязывают подбородок, чтобы не открытый был. Тоже? Нет, подбородок обычно он уже не нужен. Когда ты моешь, его убираешь уже. Все. Некоторое время он уже останется так. Он не будет открываться, иншаллах. Зачем открывали? Ну, просто так. Туда же грязь может зайти. Вот, допустим, Нет, он даже он не откроется. Там же получается вот этот ляхат, да? Вот это. Там он закрывается досками. Туда ничего не попадает туда. Под голову ничего не кладется, просто берем. Тот, кто делает вот этот ляхат, он специалист обычно, он оставляет здесь для нас глину. И ты просто берешь вот так, руками, на этот бок, вот сюда, вот так раз, кто-то тебе помогает, а ты глину, чтобы он в сторону кибла смотрел, да, и все. Да, некоторые сразу так делают, да, сразу так делают, потому что маит вот так не лежит, он должен лежать вот так, вон там кибла, вот он так лежит. Да, а подушка ничего не надо, там, братья, подушка это и аскона, и все остальное это балчик. Все, там больше ничего нет. А эти оставляем там. В некоторых деревнях также говорят, что вот это надо подарить. Это тут же полотенца вафельные. Их надо вытащить и подарить тем, кто его опускал. Ну, мне такого подарка не надо, это не нужно, Его там просто оставляем. Да, можно там просто. Или нет, это если марля. А можно полотенце взять и куда-то, ну, выкинуть, наверное. У нас вдоль развязали там и вдоль положили. Ну, развязали, а так там уж это лишнее. Анда бірнәрсе керекми так-то. Понятно? Да. Такого, прямо специально такого нет. Я имею в виду в книгах. А в деревнях у нас, машаллах, чего только нет. Йок, башу забрала. Да. Башу забрала. Так, мы тебя закроем на 30 секунд. На 30 секунд. Ну, кто-то попрощался, кто-то да. Все, дальше. Я уж отца поцеловал. Дурный жанетте болсын. Все, закрываем, да? Поцеловал и рассадителями. Ну, тыйылмай. А что? Вот так раз, все слои собираем вот так, да? И вот так берем. И вот так завязываем. Вот так. И все, лучше лайки-то. Там развязываем. Лучше, а там просто развязываем и куда-то кидаем. А? Нет, вот так, все. Нет, развязали когда? Да, вот все. Агрегат пул белән бит обычно моннан тоталар, бер пул белән моннан, потому что чтобы ниткәндә и аякны, и башта аякны алгарак төшерәләр. Ну, это как удобно. Ол такая проблема түгел. Такого вот прямо шундай проблема булганы юк минем нидә. Все, ачабыз. Вот все готовы, этот ней.
Так, что осталось? Иный. Когда все заканчивается, он пока лежит, так ведь кто-то должен, ну, все убрать надо. Все, вот эти тряпки какие-то ненужные, булавки, все убираем туда в мешок и все выносим. Когда кафенником занимаются, да, кто-то же занимается этим, нам уже это не нужно. Поэтому кто-то здесь убирается и все выносит. Здесь уже ничего не остается. А иногда, чтобы просто зайти, попрощаться людям, да, это уже в середину ставится. Ну, вот как бы так. Все был, да? Кур'ан уку буйынша, Салимжан Хазрат говорил про это. Ну, там есть как бы вопрос, Кур'ан укуның сауабы барамы мархумнарга юкмы? Есть как бы разногласия среди, даже ханафи мазхабында бар, ханафи хазратлары үзе бір түрлі айтты, шәкіртлері екі түрлі, но мен оқимын енді. Потому что, ну, иншалла, бигрәк та балалар оқса. Все, рахмат. Язакалла хайр. Мен айта алмаймын нәрсені аңлата, но шешіп қоябыз. Может, Салимжан Хазрат айтыр. А? Кәфіндік, так, у нас азан. Аль-мауту ва'адун. Пейғамбарымыз, по-моему, хадисы бар. Смерть это есть вағаз. Но это очень сильно воспитывает, дорогие братья. Вот когда ты это все делаешь, чувствуешь этот запах, да? Вот это все видишь, как человек лежит беспомощный. Может, он был таким мощным, сильным, да? Всех там ломал, и он лежит беспомощный. Он даже подмыться не может. И вот ты представляешь, как ты там лежишь. Как ты лежишь, и тебя моют, у тебя там жена плачет, дети плачут, да? Это очень сильно вот прямо воспитывает иман, воспитывает сердце. Поэтому советую, надо первый раз, да, иногда я 3 дня не спал. Я 17 лет это сделал, в 17 лет. Я 3 дня не спал. Потом